В прямом эфире информационная программа «Вести Чеченская Республика». Корреспонденты и я, Рамзан Абуев, готовы рассказать о наиболее значимых событиях к этому часу. Ассаламу алейкум. Главное сегодня. Новые кадры. U noć ugrijala kočite gdje она из-за безопасность нашего государства. Рамзан Кадыров принял участие в торжественных построениях личных составов полков Национальной гвардии. Кто они? Командиры легендарных подразделений. Лавандовый цвет. И огромное спасибо, что нашим детям есть такое огромное внимание. Они могут прийти, посмотреть и быть наравне с такими же детьми, как и они. В честь Дня больных эпилепсии в Гродненском дельфинарии организовали мероприятие для детей, страдающих данным недугом. О развлекательной программе в нашем эфире. Быстрее всех. Огромное спасибо, в первую очередь, и руководству Автомобильной Федерации, и руководству Чеченской Республики, которые оказывают такое содействие в развитии автомобильного спорта. На автодроме крепость Грозная состоялся чемпионат России по ралли-спринту. Кто оказался финалистом? Рамзан Кадыров принял участие в торжественных построениях личного состава 94-го полка оперативного назначения и 141-го специального моторизованного полка «Север». Мероприятия прошли по случаю назначения новых командиров Хасмагомеда Магомадова и Ибрагима Исмаилова, соответственно. Общаясь с бойцами, руководитель региона подчеркнул, наши воины героически стоят на защите интересов Родины. Репортаж Лейлы Муртазовой. Чеченской Республики. Личный состав 94-го полка построен, докладывает капитан Магомадов. Отрапортовал прибывшему главе региона на торжественное построение личного состава 94-го полка оперативного назначения войск Национальной гвардии России Хасмагомед Магомадов. Именно его назначили на должность командира подразделения. Разрешите зачитать приказ главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации. От 24 марта 2023 года за номером 125 по личному составу старший лейтенант Магомадов Хасмагомед Адикович назначен на воинскую должность командиром 94-го полка оперативного назначения 46-й отдельной бригады оперативного назначения. Директор Федеральной службы войск Национальной гвардии Российской Федерации, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Российской Федерации Виктор Васильевич Золотов. Руководитель субъекта в своей речи отметил, что Хасмагомед является достойным офицером, который долгое время стоит на страже правопорядка. Салам алейкум, приветствуем всех. Мы поздравляем нашего брата Хасмагомеда с назначением на должность командира полка. Хасмагомеда мы давно знаем. Настоящий патриот, воин. Он заслуживает любую должность. Это он всегда доказывает, но я думаю, что вместе мы с вами сделаем этот полк один из лучших. Я тоже являюсь сотрудником Национальной гвардии. Мы очень благодарны нашему командующему, директору Виктору Васильевичу Золотову за пристальное внимание именно Чеченской Республики, сотрудникам Национальной гвардии Чеченской Республики. У нас в полках, батальонах служат разные национальности, русские, дагестанцы, татары. Мы этим гордимся, потому что Россия — это наша большая семья, и мы вместе должны сегодня трудный день для нашего государства отстаивать все позиции, в первую очередь безопасность нашего государства, выполнение любых приказов Верховного главнокомандующего Национальной гвардии. Мы сможем, я уверен, защитить наше государство от этих нацистов, сатанизма. И я уверен, что полк дальше будет нести службу. Насколько мы будем готовы, насколько мы реализуем на специальной операции свои навыки, настолько мы можем проявить себя. Я желаю, чтобы мы были готовы. Я тоже готовлюсь. И
все командиры и все подразделения. Я не видел ни одной подразделения стоящих командиров, чтобы они свободно провели время. Они все и полиции, и полки, и батальоны, и ОМОНы, все подразделения, каждый день готовятся. И любое время у нас должен быть резерв. Мы не должны собирать людей, мы должны все вместе собраться быстро, оперативно и выехать. Для этого нам все выдается, будут выдаваться, а у вас будет все необходимое. Я вам это гарантирую с сегодняшнего дня, полностью все, что вам необходимо. Выделяется оружие, техника, связь, все, что необходимо для вас, форма, одежда. Мы сегодня счастливые люди, потому что нас призывает народ к защите нашей Родины. И мы готовы сегодня отстаивать интерес нашего государства и народа. Тогда счастливые, для мужчин время не может быть. Желаю удачи Хасмагомеду. Хасмагомед проявил себя не раз, и я думаю, что на этой должности проявит себя, и мы будем ему помогать. Желаем удачи, Ахмад Сила, Аллаху Акбар. Магомадов на протяжении многих лет высоко себя проявил как во время службы в правоохранительных органах Чеченской Республики, так и в зоне проведения специальной военной операции на Украине. В свою очередь, новый командир выразил благодарность Рамзану Кадырову за оказанное доверие и заверил, что оправдает его. Далее глава республики проинспектировал территорию военной части. Будучи генералом-полковником Росгвардии, Рамзан Кадыров лично контролирует вопросы снабжения подразделений. هذا نرمان كودين داستان هذا ما يزال هذا شو وزن ده ها شو وزن داستان نرمان هو تأثير مشتق واسان شو عندي خير متك باسان وكيتشن حزين دوان نرمان فيديو يس داستان الوقت نجينا أفعل كلام وقتنا سؤال واش تيش بين واش أيلا دوش أي كي باش كير حل واحد بتاني شو واحد خليه شو واحد نور زليتنا أقول بتاني واحد شيء كي باش حل واحد شو يكونش عدا وجه بلان دو خير كل كونش دو ماستر وادن وجه خيط تيش ده حلا اللي سوى شو اللي سوى ما يفهمت На данный момент ведутся активные ремонтные работы в казарме. Обновляется внешний и внутренний вид объекта. Также стоял вопрос замены водопроводных труб на территории всего полка. Устранить эту проблему Рамзан Кадыров поручил министру строительства и ЖКХ Муслиму Зайпулаеву. قالوا باتن حاجة سليش بايت متر خيش ومال أرش ودي دوش خيس مول ويش إنفورماتيون وصل. Urus Martania, ja, Urus Martania, polklok ja tjona. Skjeta Казбеком бомбиш. Давай делись. Также в обновлении и в ремонте нуждалась парковочная зона и территория подразделения. Этим вопросом будет заниматься глава администрации Урус-Мартанского района Шамиль Куцаев. Hala lisävuosina mögik vuokaista. On päävalsen tuon. Pensää muuten vuonna tuon. Ihme tuon. Juuvuisi muuta kuin kymmentä sinä jahdista. Joo, muuta. Joo, joku kyllä. Tuo kylytsi provokuus tuon. On päävalsen jutassa. Että. Ja ei saa juuvuisi. Ei saa muuta. Ei mistään. Kylytsi provokuus. Tuo laajuus.
до конца пенбетен, да, как больше бет на пенбетен, да, короче, про швадо что. Kerta ремонтирую, ценирую, хою вечер из Даскуда. Да, мола. Кроме того, руководитель субъекта побывал в расположении 141-го специального моторизованного полка, где также представил личному составу нового командира этого подразделения, обладателя крапового берета боевого офицера Ибрагима Исмаилова. Лейтенант полиции Исмаилов Ибрагим Асламбекович назначен на воинскую должность командира 141-го специального моторизированного полка отдельной бригады оперативного назначения имени Ахмад Хаджи Кадырова с присвоением воинского звания лейтенант в порядке переаттестации, директор Федеральной службы войск Национальной гвардии, главнокомандующий войсками Национальной гвардии Виктор Васильевич Золотов. Высоко оценил Рамзан Кадыров и заслуги предшественников Ибрагима Исмаилова, а также поблагодарил бойцов за достойную службу Родине. Шун командир дон ока вал бяш вошвар дон селам приказ состоит не даст дон да суна шун масана дон баркал дерес рала приятно смотреть ори даже шун хашки дон вокуш дон шуда эма дон Алибек дон Султанович шу командир вол штадюл дечен дин да дон масана дон пример ставить ямега дош полкил дон Daima любой задачи, что она в первую очередь выполнять те, что она войну эдуку генти да алхал да разу ободвальце до ладинче чөл чтар иман зиязөл так штаган дона вей дикар что она у ночь угри халах кочта дикар что это она из-за безопасность нашего государства до из дома, в первую очередь выполнить еще дон. Дикарду приказ до верховного главнокомандующего дон. Сега дон, большой джихад дон. В первую очередь мы мусульмане, чеченцы, кавказцы, другие национальности, дон. Все национальности не имеют значения, религиозные соображения дон. Все мы должны сегодня дон выполнить приказ верховного главнокомандующего и главнокомандующего Национальной гвардии. Сегодня дон мы воюем с сатанистами. Мы воюем с шайтанами, как мы их всегда называли, да. У них нету, да, ни религии, у них нету ни национальной, да, принадлежности. Они являются, да, шайтанами, да. Нам досталось это счастливое время, да, что мы можем воевать против этих нечисти, да, уничтожать их, да. Наши братья, да, находятся на боевом дежурстве, да, уничтожают, да, этих нечистей, да. Это для нас большая гордость, честь, Дон. Мы все подразделения, а именно полк Дон Север, который носит имя великого Дон, человека Ахмада Хаджи Кадырова, который отдал свою жизнь ради нашего будущего Дон. Ахмад Хаджи верил в нас, Дон, всегда говорил, что мы, чеченцы, должны навести порядок у себя. Мы сегодня показали, Дон, что мы являемся достойными гражданами России, патриотами нашей великой Родины, Дон. И сегодня нам осталось, Дон, продолжить путь великого Ахмад Хаджи. Это безопасность, это дружба со всеми национальностями и вероисповеданиями. Мы доказали, Дон, что мы действительно, Дон, патриоты России. И мы продолжим этот путь, Дон, доказывая, что этим нечистым, Дон, что им не место нашей Родины, Дон, что они, Дон, не должны существовать, Дон, нигде, Дон. Да, мола, Дон, мы, Дон, сможем их уничтожить, Дон. Мы сможем навести порядок не только, Дон, на территории Украины, и других, Дон, европейских государств, которые сегодня сжигают Кораны, Дон, задевают наши, Дон, сердца, Дон, трогая, Дон, чувство верующих через нашего любимого пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, Дон, через чувств верующих, Дон. И мы, Дон, сегодня говорим одно, Дон. Где бы вы ни находились, мы вас достанем, Дон, и уничтожим. Этот наш путь, который мы сегодня, Дон, придерживаемся, Дон, и закончим, иншаллах, да, вола, Дон. Мы наведем порядок все вместе со всеми подразделениями, Дон, со всеми, Дон, добровольцами, Дон, которые сегодня, Дон,
откликнулись на призыв нашего верховного главнокомандующего президента. Это наш долг и долг любого гражданина Российской Федерации сегодня стать на защиту нашего государства, нашего народа, нашей религии, которой сегодня мы придерживаемся на территории Российской Федерации. Это будет сделано. Мы желаем командиру, чтобы он достойно продолжил тот путь, который все командиры, которые здесь были, показали, доказали. И мы уверены, что наш новый командир продолжит то, что было, и приумножит. شايف служб نستيش بود службят غازو تانيا بو هورتن كأنت شعار وشين خديش تو هديل دونه وي بچاقlar yaş وي amlar yaş وي dinler yaş وي بيرو وجد وي dinler yaş تو وي دونه ubri حلق عادل чарду وي так что первую очередь почти до Киева дошли мы, был приказ очистить Мариуполь, и Мариуполь очистили, и другие города, и Луганск полностью очистили от этой нечисти. Дальше будем продолжать путь, который мы начали. Это больше мастеры, лукда дольше, шугар, шух, так туар, док исту, шусанкенти, век хилер, ويق عم دوق دي اشتود ويق قوم دو كيغل خو بوش قوم حش كوتش دش بش تشو دقي دي دشتو دار ملاوي تاني دونه موسو دونه يشتول هم دونه تخد نيت كوتش دي او ديدو شنيت كوتش كاشا ديدو تاني دونه ديل دو غازو تاكوي او يغدو كوي ديل دو شو بارخي بو تبارتي دونه مارخي بو تدابولا ديك عمل شي دو ديل دانش دي دو دان جوبلو شلخاندو داك خانلريش وي دا مولا دوغر ديك وي دابغان جنتي موكشمرش تولم تيوندينت دير استباخ تباخ دوغر دوغر تولم سدون دار مولا تاشي كويوش وي تيغا تولم سدون ديل تولم بايرخياش نوخش يوز ادو دارتو بالمسيري احمد سيلا الله اكبر. Новый командир является достойным представителем как военной профессии, так и народа, воплотив в себе лучшие качества. Он участвовал в борьбе против террористов, а также проявил себя в ходе СВО. Это одно из самых боеспособных подразделений в системе войск Национальной гвардии. Военнослужащие этого полка принимали участие на самых ответственных участках СВО. Среди бойцов много обладателей краповых беретов. Бойцы 141-го специального моторизованного полка войск Национальной гвардии – настоящие профессионалы своего дела и готовы выполнить любой приказ, касающийся защиты народа и государства. В завершении насыщенного дня Рамзан Кадыров в этот священный месяц Рамадан пригласил командиров на ифтар. Вместе они совершили намаз и приступили к разговению. Лейла Муртазова, Сайдамин Мусаев, Харун Абдулаев при поддержке пресс-службы главы правительства Чеченской Республики «Вести Чеченская Республика». Одним из главных событий в области медицины станет открытие психоневрологического центра лечения и реабилитации детей. Для них будут созданы отличные условия. Рамзан Кадыров с инспекцией побывал на месте, где было запланировано строительство. Проект предусматривает бассейн, игровые и развивающие площадки, гостиничные комплексы для родителей и многое другое. Адам Магомедов продолжит тему. Ход реконструкции здания 7-й больницы в поселке Кирово осмотрели глава региона вместе с Хутмат Кадыровой, курирующей сферу здравоохранения, и соратниками. На данный момент идет демонтаж объекта и внутренние ремонтные работы. Все сооружения на территории были построены в 60-70-х годах, находятся в аварийном состоянии и нуждаются в капитальном ремонте, как и дороги, ведущие к ним. После планируется начать постройку реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями. По всем нормам, бассейн,
Sırada bir böyle de sonra o şey ayağına. İşi zidane bir ma yok hakikaten. Siga iş lazım. تعيق одноэтажный, двухэтажный дальше. Zidane bir ma yok. Я говорю, я хотел. İma bir. Всего признание хотел пускать. Архигидо склад младый движение. Тут же было принято решение перенести место строительства нового комплекса, так как первоначальная территория находится в труднодоступной местности, где вокруг нет необходимой инфраструктуры. Короче, сырые на своем этом. Вот, и вот он удобно. Да, ничего, он абига, улябанный сияет, он. Грозненское море гуна территория моей. Наксан уэца с нуля ешала итига айр за Тига море будет он. Бельгия будет он. Все равно я ешал, что он. Вы он хаз он. Цан мели захайсти, мы дуаешь. Вот сколько мест захайст он. Тига он иштеал он. Я роль он. Я моя он сразу заложить он. ومتمتكي زاخو لو ادمنستريتيف داني يزيد on بس يزيد on ومصومه on بس متى عاوز عايز on اذا بدي يشتغل on شارك لندن يو ساز on ايولو يشتغل يسمى سايبريشن يدير اداه ساده حال بين دايو Новый центр будет одноэтажным на более чем 120 мест. В нем смогут лечиться пациенты со всего Северного Кавказа. На данный момент в регионе 539 детей с ограниченными возможностями. Их будут принимать посменно каждые 3 месяца. Комплекс находится под прямым кураторством заместителя руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Кадыровой. Полная условия, бассейн вожат друзья. Вахаете, да, сутки ходишь негдон, юаридон. Я сейчас примерно стоимость он ходил, квадратный метр. وقال هذه وجه أقاش ذاتي تسون لو بريز ده يش عيسى بس примерно квадратура да между он عندي بوب شو دكان просто ده هيتس на камеру جيت نال ليل النومدات طبعا دلفين عارف شو قابلش تعديل شعبين سمو داك نكش بس там бегло спешло пиксело спешло тани вада вой да возможность еще вот дикне гирю убил беш ну что там дикне сейс но вен яхду а я же да я контролирую вопрос давай. Новое место строительства является более подходящим и комфортным, поскольку рядом проложена качественная дорога, красивые виды Грозненского моря, также неподалеку находятся зоны отдыха, дельфинарий, аквапарк и не только. Психоневрологический центр лечения и реабилитации детей оказывает квалифицированную медицинскую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья. В основном это редкие генетические заболевания. Только за прошлый год такое лечение получило более 3000 человек. Адам Магомедов, Аслан Ахматов, при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики, Вести, Чеченская Республика. Рамзан Кадыров с инспекцией также посетил возводящийся крытый футбольный манеж в Грозном. Строится он в рамках реализации регионального проекта «Спорт. Нормы жизни». Площадь застройки составляет около 10 тысяч квадратных метров. Когда ожидается введение в эксплуатацию, в материале Турпа Лолита Юсумова. Новые возможности для тренировок и подготовки к профессиональным играм. В ходе инспекции на возводящемся современном футбольном манеже главу региона Рамзана Кадырова подробно ознакомились с ходом работ на спортивном объекте. Среди множества удобств можно выделить то, что разместиться на трибунах здесь смогут до 300 зрителей. Об этих и других новшествах политику доложил министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Через Иран, через Дубай, через Азербайджан, Акачу, итальянский ривер, 50 гарантий. Чура арычный перекрытие, деревянный Москва. Вот посмотри, какой там хая. Покрытие искусственный газон на Ахмат команды. Через специалистка хата, она и шло с тренировки, и шкарёчки, да, полштраны, фотка самая это. Царката, там много газон, за это тренировки, пошайки, столовые технические помещения, да, второй этаж, конференция, залу для футболистов, там под них футболистов заказать на тренажерщик, царь бабой,
специально говоришь. 300 посадочных мест было, хотя ваху примочка был, а долго уже команды раздевал игровой момент, очень ваху уже не тикает. Был бэкман, что сетку шуферю, он дальше от удара был, но портит сюда и того уже сетку заказать и нас. Изначально по проекту заложены азы, футбол научно, форум аллерия, полностью стекло, подойду, конча заказывать на демо. Они сейчас делают планировку под газоплавающие бодришь в доме там. Это лампочка 120 ламп, очень хорошая. Именно светло, на подходите, что нужно долго. Тренировки еще решили. Деревянная арка, ищет манеж впервые применительный в России. Хара инзари проблемы. Я уже первый опыт пил. Из хара технологии, бассейный комплекс, теннисный комплекс, я применительный уже. Уже Москва всегда говорится, на следующей неделе в Питере специалист штаба, это она по проекту по обидному. А я завершаю. Да, вот там, да. Кроме того, здесь распахнет двери Центр спортивной борьбы. В нем также будут иметься все необходимые условия. Министр анонсировал и возведение таких спортучреждений, как зал для фехтования и бассейный комплекс. Всего запланировано 5 новых объектов, 4 из которых расположатся прямо тут. Именно спортивная борьба, вольный центр, тоже площадь застройки больше 12 тысяч квадратных метров. Сейчас здание корпуса 112 на 66-70. На 120 человек, гостиничные номера предусмотрены, столовые, шайги, тренировочный, сборочный центр, полностью есть хорошо, именно Боречь был, да, у нас есть проблемный вопрос, стоят тренировочный, сборочный центр, хорошо, да, конец 24 года, сейчас 7 метров котлован, именно первый цокольный этажа, где-то 360 высота хрёш. Пенсарвой манежью, арвольный, фехтовальный хрёш, фидопия. Вот фехтовальный в следующем году только начало строительства. Бассейн, в Мансурском районе, сзади вода и уходит. Сега хрёш. Hoka on sidis? Бассейни. Меткиац. Который я Сега его. Сега уже ГДС полностью исследован шайгиню. Hoka и сюда. Сейчас спортивный комплекс был. Да, ничего, Студенческий, спортивный. Кудин тебя, я кидал, очень не сатига. Сега, пока умазали, ну что? Ханиси напметик. Да, ханиси на один дом. Пока да, все я кидал. Да. Можно стрелять, с ней алдия, эмэсиги вахарми. Куда сумма хубар? А общий 5,4 миллиарда, региональный 314 миллионов. На самом деле, это чехиокш боятся ли париси. Именно хобандуш, авторитет бандуш, хебек это это время непростое, и тем не менее полностью комплекс, хотя мы сейчас дорога хаяш. Ищет номера на 120 человек. Смотри, ну как я говорю, في أرمال الموضوع عنده كوهانا وكانادا. Олимпийского типа, 50 на 25, 33 на 25, детский бассейн, который 10 на 10. Тоже арочный перекрытый из дерева и обшвасан аркшевый бассейн, теннисный комплекс. Здесь также отметили, что в рамках федеральной программы будут открыты дополнительные спортивные объекты. Это, безусловно, большой плюс. Однако этим строительные планы не ограничиваются. Нам дается очень много на федеральном уровне, это на ГАСКе, обоих Корсика, Минспорт России, по государственному частному партнерству, что в системе УЛУ, объекты, чемпионату, плюс-минус комплексе, и за баланс, что тут я обобил, как арсенал кира, боксерство, заля, фига, чемпионат. Уве, пия, ламан, азиол, извините, инвалиду преска. Это комплекс целый. А вы это как раз домаш микрорайон, микрорайон нет, мы его сега. Да, как раз эти ахолы. Территория чек моя линия. Даю низ один. Вот низ за 150 метров, 100 метров расстояние.
نيس اتس كومبلكس وعيو شو دماش واحد يجي دماش كده وات دماش جيم صورنا وين تكرر متر نيش ده كومبلكس او شيء لدو بزعيش ما يمت لدو نتكا شغل سينيا حسن ناس نجا بوا بيشو اخا غازبروم سي اخا امجك سينيا شو بولا بودي فلوندو على قدين تريدر و ازات من شيء ابغوري تري كيسلو لانك عطلو لانك بدرنسكي стадион специально полностью кеви прожекторски точно шо на кавкази и наши за черто продукта плюс по боксу на серия один федерации لسه كومبلكس شكله على ضفه فما نراش شويه شتسكي فايتس لهم هم стадион نفچا لهم هم стадион نفچا اذا ده او خوش ريمونت نجاكا برو ده دايجي بقى هو полностью гостиниц да он пацан поедет гостиничный Цыгаха из ФСК, что прям гостиничную царин. И предусмотренную на 8 человек. Все это доказывает эффективную систему строительства и высокую поддержку развития сферы спорта. Ведь только таким образом можно воспитать будущих чемпионов. Турпал Алита Исумов и Харун Абдуллаев при поддержке пресс-службы главы и правительства Чеченской Республики «Вести. Чеченская Республика». Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию. 1923 семей бойцов, погибших при выполнении служебного долга, получили по 100 тысяч рублей. Особенно значимая акция в этот благословенный месяц Рамадан, когда воздаяния за благие дела увеличиваются многократно. Подробности в материале Мадины Нуцалчиевой. Они защищали нас ценой своих жизней. Наша задача теперь хранить и чтить светлую память о них. В священный месяц Рамадан Региональный общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова провел благотворительную акцию для семей военнослужащих, погибших при участии в специальной военной операции. Денежные средства вместе с искренними словами соболезнования им передал помощник главы региона Ахмат Кадыров. ساعد خاشتي عاشوش أردل ناخاتنا جن بروجي إسبانتنا دال غازود أول لقلانجيل لازم قبول نش دال عارش بول دال شنز عند حبيز بولش لا مولا كدا تخين نلوش من أنا أصلا ليش كدا نعمل مقوي. Также слова скорби и благодарности родственникам тех, кто, не жалея себя, отважно защищал интересы страны, выразил министр внутренних дел Чеченской Республики Руслан Алханов. Общественный фонд имени первого президента Чеченской Республики Ахмата Хаджи Кадырова взял опекунство над близкими военных и в очередной раз оказывает им финансовую помощь в размере 100 тысяч рублей. Takbiş, diş doğuş, şboldan isteşler, natrum, cuna ustadeş, hılavu ve paçavu, emodreyu, deriz, dal sağdu, tabi, vini başlarık. Vayna, tahana dokku, soğutlık, tahan akar yaşlar. Allah dal, rez boş neyte, da iman moskhana şey. В Шали раздачу начали ночью. У каждой из этих семей разные истории. Кто-то лишился сына, кто-то мужа, отца, брата, дяди, но все они одинаково трогают душу. Это не первая, не последняя акция, и та помощь, которая оказывается главой республики Рамзаном Ахматовичем, Аймани Несиевной, фонд имени Ахмата Кадырова регулярно оказывает всестороннюю помощь семьям участников СВО. Следующими населенными пунктами, которые охватила масштабная акция, стали Гудермес, Курчало и Аргун. Семьи благодарны за оказываемую поддержку от руководства республики, ведь помощь им приходится как никогда кстати.
Без внимания не оставили и семьи бойцов из Ножеюртовского района. Родные военнослужащих делятся, что гордятся тем, что их близкие стояли на пути правды, защищая религию, обычаи и традиции своего народа. С начала специальной военной операции тысячи чеченских бойцов с успехом борются с нацистским режимом. К сожалению, не обходится без жертв. Но отправляясь на фронт, бойцы уверены, что их дело правое и что их семьи под надежной защитой руководства региона. Мадина Цулчиева, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. Особенные дети все больше и больше привлекают в свой мир неравнодушных людей. А все благодаря заместителю руководителя секретариата главы республики Хутмат Кадырова и объявленной ею акции. Кто на этот раз принял участие, расскажет Медина Мударова. Республиканская благотворительная акция «Мир особенных детей» в поддержку детской реабилитации активно набирает обороты. Напомним, она инициирована заместителем руководителя секретариата главы Чеченской Республики, куратором сферы здравоохранения Хутмат Кадыровой и дает возможность принять участие в судьбе каждого ребенка, на долю которого выпало серьезное испытание. На этот раз детям помогло Министерство сельского хозяйства Чеченской Республики. Мы все знаем, что Хутмат Рамзановна давно занимается проблемами особенных детей, заботится о них, занимается реабилитацией. От Министерства сельского хозяйства хотим сказать искренние слова благодарности. Инвалидные и детские коляски, обучающие наборы, инвентарь для занятий лечебной физкультурой и вся необходимая бытовая техника обеспечат комфортное пребывание маленьких пациентов в Республиканском детском реабилитационном центре. Хотим выразить благодарность Хутмат Рамзановне за организацию благотворительной акции «Мир особенных детей». Мы приятно удивлены, что акция обрела такой масштаб. Каждый час к нам поступает очень много звонков, много желающих, кто хочет принять участие. В стране не остался вице-премьер правительства региона Адам Алханов и министр образования и науки Чеченской Республики Хошбауди Дааев. Они передали центру все необходимое для ребят. К таким акциям всегда с большим удовольствием присоединяемся, будем присоединяться. Помочь детишкам хочется абсолютно каждому. С самого первого дня в учреждение поступило огромное количество вещей. С удовольствием принял участие в акции министр труда и занятости региона Усман Баширов и министр Чеченской Республики по физической культуре, спорту и молодежной политике Иса Ибрагимов. Заместитель руководителя секретариата главы Чеченской Республики Хутмат Рамзановна Кадырова уделяет особое внимание детям, которые находятся в детских реабилитационных центрах, смотрит и помогает, что необходимо детям. С самого первого дня под чутким руководством Хутмата Кадырова здравоохранение региона претерпело множество позитивных изменений, а малыши получили шанс на полноценное детство. Стоит напомнить, что акция продлится до конца месяца Рамадана, и в ней сможет принять участие любой желающий. Медина Мударова, Анзор Тураев, Вести, Чеченская Республика. 26 марта – особая дата для людей, болеющих эпилепсией. Во всем мире проводится так называемый «фиолетовый день», когда распространяется информация про заболевание. В честь этого в Грозненском дельфинарии прошло мероприятие для детей. Организатором выступило Министерство здравоохранения совместно со второй Грозненской детской больницей. Мадина Цулчиева продолжит. Уже традиционно в Грозненском дельфинарии проходят различного рода акции для самых маленьких. В рамках очередного такого события, приуроченного ко Дню людей с эпилепсией, прошло захватывающее шоу от благородных животных для малышей с этим заболеванием. Организовано мероприятие по инициативе Грозненской детской больницы номер 2 совместно с Министерством здравоохранения региона. Мы все собрали для того, чтобы сообщить, что эпилепсия – это хоть и хроническое заболевание, но она одна из самых редких, которая поддается медикаментозному лечению. 26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» – ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности об этом заболевании. Людей с эпилепсией немало. Она считается одним из самых распространенных хронических заболеваний человека. В «Фиолетовый день» участники мероприятий просто неравнодушные, прикалывают ленточки или надевают фиолетовые элементы одежды, выражая таким образом свою поддержку. Кстати, фиолетовый или лавандовый цвет символом этого дня выбран не случайно. Считается, что он благоприятно воздействует на нервную систему, уменьшает тревоги, страхи и фобии. Колдер, Лаки и Аврора. За свое акробатическое мастерство и дружелюбие они давно успели стать любимцами детей и взрослых.
эти трое умеют все: и рисовать, и танцевать, и даже петь. Главную оценку выставляют маленькие зрители. Горящие глаза и море положительных эмоций говорят сами за себя. Шоу удалось. Мне очень понравилось это шоу, это мне понравилось. И мне все тут понравилось. Дети улыбались от трюков, которые выполняли прелестные дельфины, а их родители от того, что их малыши счастливы. Мы хотим сказать преогромное спасибо, что нашим детям есть такое огромное внимание. Они могут прийти, посмотреть и быть наравне с такими же детьми, как и они. Профессиональный подход к лечению, постоянная реабилитация, а также любовь, терпение, внимание и трепетное отношение – главные составляющие хорошего лечения, а вместе с ними долгожданного выздоровления. Мадина Цулчиева, Магомед Басаев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На автодроме «Крепость Грозная» состоялся чемпионат России по ралли-спринту. В быстрой езде соревновались около 50 пилотов-профессионалов. Второй этап пройдет через месяц в Рязани. Кто оказался в финале, расскажет Луиза Яхьяева. Первый этап чемпионата России по ралли-кроссу проходит в Чеченской Республике на автодроме «Крепость Грозная». Прямо сейчас участники из 38 регионов страны борются за самое лучшее время. Самое скоростное преодоление трассы на этом этапе позволит им продолжать борьбу. Всего здесь заявлено 46 участников в возрасте от 12 лет. К примеру, один из самых юных – гонщик из Воронежа Кирилл Карцин. Этим спортом он увлекается с 5 лет. На его первом чемпионате России парня сопровождают родители. Расскажите, пожалуйста, не страшно сына отпускать на эти гонки? Ну, честно, страшно, да. Бывают такие моменты непредсказуемые, потому что пилот принимает решение самостоятельно. Ты за маму не волнуешься? Ну, иногда бывает волнуюсь. То есть, когда напряженные очень моменты, то есть мне страшно, ей страшно. Собираешься продолжать этим заниматься? Да, собираюсь. То есть у меня уже есть планы. Самое главное – это иметь желание, относиться ко всему с холодной головой. В зависимости от технических характеристик авто, гонщики здесь соревнуются в 5 разных классах. Те, кто только достиг возраста, допустимого для участия в гонках, борются в классе юниоров. Сначала я участвовал на карте, потом пересел на баги до 11 лет. Ну и в 11 лет пришел в ралли-кросс на Калинах. А расскажи, пожалуйста, как настрой, рассчитываешь на победу? Ну, заехать, настрой хороший, заехать в шестерку, думаю. В Чеченской Республике чемпионат России по ралли-кроссу проводится с 2019 года. Уже какой год мы первый этап начинаем на территории автодрома «Крепость Грозная» в Чеченской Республике. Хорошая погода, хорошая организация. Огромное спасибо в первую очередь и руководству Автомобильной Федерации, и руководству Чеченской Республики, которое оказывает такое содействие в развитии автомобильного спорта. Чемпионат проходит в 7 этапов. Последующие 6 в течение года планируется провести в Рязани, Казани и Санкт-Петербурге. Выбор регионов определяется наличием автодрома того уровня, который требуется для столь масштабных соревнований. Крепость Грозная – крупнейший на Северном Кавказе автодром мирового уровня, открытый в 2015 году. Длина трассы для автокросса составляет 1250 метров, для картинга – 1314 метров и длина полосы для дрэг-рейсинга – 1000 метров. Чемпион России по ралли-кроссу 2023 года станет известен только в конце сезона. Однако прошлогодний победитель Дмитрий Брагин, став первым в своем классе на начальном этапе в Грозном, показывает, что он претендует на это звание повторно. Олег Князев не приехал, он должен был быть за рулем этого автомобиля, это его автомобиль. Он мне разрешил протестировать его, настроить, больше узнать о нем, потому что это новый для нас автомобиль. И мы делаем все возможное и будем делать все возможное и невозможное, чтобы выиграть. Условия на Грозненском автодроме удовлетворяют запрос организаторов, поэтому ожидается, что один из этапов следующего сезона также пройдет в Чеченской Республике. Луиза Яхьяева, Аслан Ахматов, Сайдамин Даутмирзаев, Вести, Чеченская Республика.
К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать и на наших страницах, в социальных сетях и в приложении «Смотрим». С вами был Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только хорошие вести.